Вечер 2 декабря в Назране в строящемся здании по улице Московская при заливке плиты между третьим и вторым этажами не выдержала конструкция опалубки опорных столбов. Вылилась железобетонная масса и, как следствие, обрушилась межэтажная плита. В результате чрезвычайного происшествия погиб гражданин Азербайджана 1991 года. Второй пострадавший получил легкие ушибы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данному факту следственным отделом по городу Назране СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ. Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. В рамках уголовного дела следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются лица, ответственные за возведение указанного объекта, изъята документация о проведении инструктажа по технике безопасности, изучаются должностные инструкции и иные документы, выполняются все необходимые следственные действия по выяснению обстоятельств трагедии, в том числе причин и условий, которые способствовали произошедшему. На место происшествия выехали представители Госинспекции труда Ингушетии. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время ведется предварительная проверка. Устанавливается, кем проводили строительные работы, были ли трудовые правоотношения между работодателем и работником, и иная информация нами проверяется, по результатам которой будет дана правовая оценка, в том числе при наличии трудовых правоотношений будут расследованы несчастные случаи на производстве, будет установлен факт, был ли это несчастный случай на производстве или нет, ну и иная работа будет проведена инспекцией труда. Госинспекцией труда на месте ЧП зафиксировано, что застройщикам не соблюдались требования об охране труда. По предварительной информации, которую мы там видели, сами наблюдали картину, там были явные нарушения требований охраны труда, в том числе работники не были обеспечены средствами индивидуальной защиты, территория объекта не была огорожена, и иная работа, которая должна была проводиться в сфере охраны труда, хозяйственным субъектом или физическим лицом. На сегодняшний день мы не можем утверждать, кем проводились работы, проводится проверка по данному факту, не были обеспечены меры охраны труда. Тем же вечером незамедлительно на случившееся отреагировал и мэр Назрани, который рассказал, что не раз выдавали предписания о том, что ведется незаконное строительство. Как рассказали в администрации, местные власти обращались и в суд с иском о снесении незаконного строения. Было ли разрешение на строительство? Разрешение стоит, вообще разрешительная документация какая-либо на данный объект, она отсутствует. И выдано со стороны администрации города Назрань и Государственного строительного надзора Республики Ингушетия. По данному объекту 16 ноября сего года было направлено исковое заявление в Магасовский районный суд о признании данного строительства незаконным и о сносе данного объекта. Данное исковое заявление уже принято в производство и ожидает назначения процесса. Прокуратурой республики организована проверка по факту обрушения бетонной плиты возводимого объекта. Проведение проверки поручено прокуратуре города Назрани. В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка и соблюдению требований градостроительного законодательства, а также правил охраны труда при выполнении строительных работ. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В настоящее время следственными органами по данному факту в связи с нарушением правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой признано законным и обоснованным. Ход и результаты проверки, а также расследование уголовного дела прокуратурой республики взято на контроль. В мэрии Назрани также сообщили, в постоянном режиме работают выездные группы сотрудников администрации, проверяющих законность возводимых объектов в городе. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Новости 24.